Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Тенденции развития лесопромышленного комплекса региона обсуждают на 4-м лесопромышленном форуме республики. Форум проходит в эти дни в Якутске. Какие актуальные темы обсуждают его участники? Гостья студии Ольга Куницкая, эксперт Федерального реестра научно-технической сферы РАН, профессор кафедры технологии и оборудования лесного комплекса АГАТУ. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. В чем уникальность лесов республики? Леса расположены на вечной мерзлоте, как мы все знаем. Они произрастают в тяжелых лесорастительных условиях. Прирост у них небольшой. Основной лесорастительной породой, основной, которая образует эти леса, является лиственница. Лиственница достаточно уникальное дерево. У него уникальный химический состав, много арабиногалактана, который является полисахаридом, а его можно использовать человеку во благо. Это и пребиотик, и антиоксидант, и иммуностимулятор, то есть достаточно интересное дерево. Более того, физико-механические свойства этой древесины способствуют ее использованию в качестве конструктивного материала. И кроме того, у нее интересное свойство биологическое, которое, с одной стороны, относит эту древесину к хвойной породе, а с другой стороны, это дерево скидывает свои иголки на зиму. И как раз вот это ее свойство, оно определяет пожарную опасность наших лесов. Какая доля леса может быть использована в хозяйственных нуждах региона без ущерба лесным массивам? А какая часть при этом может стать объектом предпринимательской деятельности? Допустимый ежегодный объем заготовки древесины, он определяется расчетной лесосекой. Расчетная лесосека в Якутии примерно около 35 миллионов кубометров в год. Но деловой древесины менее 50% из этой расчетной лесосеки. А остальная древесина, к сожалению, не является хозяйственно ценной на данном этапе, то есть низкотоварной. Что показывает эта цифра, расчетная лесосека? Она показывает ежегодный прирост древесины, который можно заготавливать и нужно заготавливать обязательно. К сожалению, на сегодняшний момент в Якутии заготовка расчетной лесосеки, заготовка древесины, она находится на очень низком уровне. То есть расчетную лесосеку мы используем где-то на 1–2%. К сожалению, этого недостаточно для того, чтобы республика могла себя обеспечить пиломатериалами, строительными материалами. Дело в том, что, к сожалению, на сегодняшний день хозяйственно ценные леса, они находятся в основном на юге республики. Практически 50% лесов – это леса резервные, так называемые. Там практически не ведется никакой хозяйственной деятельности, не развита транспортная сеть. И, как следствие, естественно, эти леса мы не используем, мы не получаем от этого дохода никакого, а более того, мы за ними не ухаживаем. И для того, чтобы эти леса мы могли использовать и помогать этим лесам, необходимо, чтобы началась хозяйственная деятельность, то есть чтобы проводились в этих лесах рубки ухода, и чтобы та древесина, которая была получена при этих рубках ухода, использовалась, перерабатывалась именно в республике и перерабатывалась на ценные продукты с высокой добавленной стоимостью. То есть, когда мы перерабатываем что-то, да, мы получаем продукт с высокой добавленной стоимостью. Ну, например, на какие? То есть это лесоперерабатывающие предприятия должны быть, которые будут производить, ну, скажем, конструкционные материалы, древесные композиционные материалы, ДСП, ОСБ и так далее, и так далее, и так далее. Биологически активные вещества и многое другое. На самом деле это действительно очень важный вопрос, потому что населению необходимо покупать доступный продукт. А доступный продукт, он тогда становится, когда он делается там, где он продается.
потому что транспортные расходы, как мы все знаем, очень велики. Так же, как и когда мы древесину перевозим, тоже транспортные расходы очень велики. А поскольку лесосеки далеко от перерабатывающих предприятий, даже сейчас, то этот транспортный расход, он действительно накладывает на конечную стоимость сырья или конечную стоимость пилопродуктов очень-очень даже серьезные ощутимые деньги. Расскажите подробнее, что такое рубки ухода, ну и какие мероприятия, как вы считаете, необходимо провести в Якутии, чтобы этот лес освоить, о котором вы говорите? Ну, рубки ухода, они входят в понятие рационального лесопользования или эффективного лесопользования. Ну, чтобы было понятно, его можно сравнить, ну, например, в Скандинавии, если сравнивать с достаточно эффективным лесопользованием Скандинавии, можно сравнить их как с эффективным сельскохозяйственным пользованием. Да? Сельхозпользование подразумевает под собой что? Вот мы посадили, да, ну, например, посеяли укроп. Мы его посеяли кучками, и его много, но для того, чтобы получить продукт ценный, который мы хотим получить, большой, красивый, высокий, мы должны прополоть, проредить. То же самое с лесом. Он растет, его никто абсолютно за ним не следит. Да, он как вырос, так вырос. А каждое живое существо, в том числе растительное, оно борется за свою жизнь. То есть любое семечко, какое попало в почву, оно старается вырасти. Естественно, лес, его много, он полный. То есть полнота древостоя достаточно серьезная, большая, но он тонкомерный. Много, но тонкого. Поэтому он, естественно, низкотоварный, потому что сложно из такой тонкомерной древесины сделать пиломатериалы. И поэтому вот рубки ухода – это, наверное, на сегодняшний день основные лесохозяйственные мероприятия, которые необходимо проводить в республике. Есть и другие мероприятия, но вот это такие основные. Вы рассказали о том, что у нас недостаточно осваивают лес в промышленном масштабе. Актуальна ли вообще для Якутии проблема незаконной вырубки леса и его продажи? Ну, с моей точки зрения, вот в тех регионах, в тех районах, где, как я уже сказала, вот такая вот картина, где не было рубок ухода, то есть это больше на самом деле территория Якутии, мне кажется, что не актуально, ну, скажем, незначительно. Почему? Потому что мы представим себе, что появились черные лесорубы, вот они заготовили древесину, им надо ее каким-то образом вывести. Это достаточно далеко, то есть затратно. Более того, она тонкомерная, эта древесина. Ты ее зачем повезешь так далеко? Совершенно незачем. Поэтому вот для такого леса, я думаю, что нет, это не актуально. Да, возможно, для Южной Якутии, где более деловой лес, да, где более ликвидная древесина, возможно, да. Но вот если смотреть на практику, допустим, Сибири или Северо-Запада, то большие холдинги, которые арендаторы, да, лесных участков, они, поскольку на них возложена обязанность охранять свои лесные участки, где они ведут хозяйственную деятельность, они прекрасно их охраняют. То есть там есть бригады, да, служба безопасности, и если встречаются черные лесорубы этой службы безопасности, я думаю, что затем они очень быстро меняют направление своей деятельности. Каково кадровое обеспечение лесопромышленного комплекса региона? Ну, на сегодняшний день лесозаготовительному производству, деревообработке, лесному делу, землеустройству и кадастрам мы готовим в Арктическом государственном агротехнологическом университете на факультете лесного комплекса и землеустройства. У нас достаточно много выпускников, и они обеспечивают сегодняшние потребности нашего комплекса, именно республики. Но там, конечно, есть проблемы. Говорят, что недостаточно специалистов. Возможно. Но есть другие моменты. Например, недостаточная заработная плата. Ребята не совсем охотно хотят ехать в поселки, потому что там есть свои проблемы, жилье и так далее. То есть вот эти вот проблемы у нас есть. Пока они не решенные. Но я думаю, что если правительство обратит на это внимание, то программа, допустим, как земский доктор,
тоже такого плана программы, если бы были приняты на федеральном уровне или на региональном, было бы очень неплохо. Это бы стимулировало ребят, это бы стимулировало производителей, да, которые хотят взять себе на работу молодых, толковых, перспективных. Я думаю, что у нас бы и выросло количество выпускников, и качество, потому что когда производитель заинтересован получить себе качественного специалиста, он делает целевой заказ. И мы в этом тоже заинтересованы, потому что мы бы хотели сделать акцент на том, чтобы готовить ребят целево именно для конкретного технологического процесса, для конкретного производителя, чтобы он уже на практику шел, да, вот практические работы на каждом курсе у нас есть, чтобы он на практику шел именно к тому человеку или на то предприятие, где он будет потом работать. И они познакомятся друг с другом. А каким должно быть эффективное лесопользование? Ну вот я немножечко уже об этом Да, вы немножко сказала. сказали, да? Да. И продолжу, что помимо того, что мы должны проводить рубки ухода, ухаживать за лесом, санитарные рубки и так далее, мы должны обязательно перерабатывать то, что мы заготовили. Потому что на сегодняшний день те же порубочные остатки, которые лесозаготовитель обязан уничтожить как-то, потому что перевозить их достаточно накладно, они просто сжигаются. Это тоже дополнительные затраты. Если бы развивались перерабатывающие производства именно в республике, то лесозаготовители бы получали дополнительную прибыль и стимул, да, стимул развиваться дальше. Ну и, конечно же, необходимо подготавливать профессиональные кадры для того, чтобы люди понимали, что такое эффективное лесопользование, и чтобы они были ответственны. У нас остается совсем немного времени, немножко поговорим о форуме. Очень много участников этого форума. Какие мнения звучат об эффективном лесопользовании Якутии? Ну, мнения звучат, что необходимо развивать, абсолютно точно развивать переработку древесины, глубокую переработку древесины. Необходимо использовать все ресурсы, которые есть в республике, потому что на сегодняшний день, к сожалению, очень много импортируется, да, древесина для того, чтобы обеспечить граждан теми же строительными материалами. Поэтому необходимо развивать именно свои производственные мощности, ну и необходимо заниматься подготовкой квалифицированных кадров обязательно. Ну, без кадров действительно нам никуда. Ольга Анатольевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Спасибо за информацию. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Ну, а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.